У стран ЕС опасения вызвало приглашение в структуру президента России Владимира Путина. Дональд Трамп, напомню, ранее сообщил о формировании Совета мира по сектору Газа. Американский лидер пригласил присоединиться к нему глав ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в Совет мира. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей американской инициативы. Ученые из России и Узбекистана впервые расшифровали геном русской выхухоли. Редкие и скрытные млекопитающие обитают в водоемах преимущественно на территории европейской части нашей страны. Как объяснили специалисты, этот вид находится на грани исчезновения. Полученные сведения могут стать основой для принятия мер по его возрождению. В работе приняли участие ученые из Европейского университета в Петербурге, МГУ имени Ломоносова, Института Центра передовых технологий Академии наук Узбекистана и других научных центров. Курс валют в среду. Китайский юань стоит 11 рублей 17 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 77 рублей 83 копейки. Курс евро сегодня 91 рубль 20 копеек. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве минус 6 градусов. Сегодня в столице облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха днем минус 3-5 градусов. Ветер северный 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 752 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости расскажут о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Каждую среду после 8 вечера. Программа «Наследие». Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, программа «Револьвер», студия Ростислав Ищенко. Всех с наступившими праздниками. С теми, которые еще наступят, мы потом поздравим. И вот всю первую половину года будут наступать друг на друга постоянно. Давайте после праздников начнем с себя. То есть, что мы такое есть. Думаю, что не надо слишком долго размышлять, чтобы прийти к выводу, что, в общем-то, не более чем набор информации. Безусловно, у нас есть определенные гены, да, но это что? Это информация, записанная, опыт нашего вида, и даже не только нашего вида, но и предшествовавших ему видов, и тех, с кем он скрещивался, да, записанная, кстати, переданная нам. Значит, что такое наше воспитание, которое мы получали? Это опыт наших родителей, учителей, которые они передавали нам. И, наконец, наш собственный опыт. Чем дольше мы живем, тем больше у нас этого собственного опыта. И тем больше мы получаем оригинальной информации, соответственно. То есть, тем
оригинальнее мы становимся, тем отличнее мы становимся. Поэтому дети в яслях или в детском саду, как правило, отличаются друг от друга только бантиками и пуговичками. Значит, даже различия половые не играют слишком существенную роль в этом возрасте, в это время. А вот в доме престарелых люди уже очень серьезно друг от друга отличаются. Потому что они прожили разные жизни. И даже думаю, что многие наблюдали в своей жизни, да, как два очень похожих друг на друга или не похожих друг на друга человека, но столкнувшись с одной и той же проблемой, совершенно по-разному на нее прореагировали. Там какие-то там трудности, да, одного могут погрузить в полную прострацию, и человек навсегда бросит заниматься каким-то делом, а другого, наоборот, мобилизуют. И тут не в последнюю очередь, опять-таки, наш приобретенный опыт в жизни. То есть все, что происходит с нами сегодня, мы оцениваем, за исключением, естественно, каких-то наших инстинктивных реакций, да, мы оцениваем на основании того, что с нами происходило вчера, или на основании того опыта, который мы получили от предшествующих поколений, которые нам пересказали, перепели, там, мы перечитали, переучили его там, и так далее. Это, по крайней мере, той части этого опыта, которую мы решили или сумели обратить себе в пользу. Соответственно, мы видим, что вот эти вот три части, да, это опыт вида, значит, у нас генетически заложенный опыт предыдущих поколений, значит, ближайших, которые нам передавали уже непосредственно, и наш собственный благоприобретенный опыт, в разных сочетаниях приводит к формированию разных характеров, разных людей, к разным абсолютно реакциям на одни и те же проблемы. И сейчас это, кстати, очень легко отследить. Если раньше вы читали статью в газете «Правда» и не знали даже, как сосед на нее прореагировал, потому что сосед ее читал у себя дома, если читал, конечно. И несмотря на то, что у советских газет, у большей их части были миллионы читателей, но получить точный след их реакции было сложно даже на основании писем в газеты, потому что письма в газеты, как правило, писали либо люди со слабым складом характера, которым все время не имется, они по каждому поводу что-нибудь куда-нибудь пишут, либо же люди, у которых возникла какая-то нерешаемая проблема, и они пытались таким образом эту проблему решить. Но это экстремальные ситуации, и они не давали представления о всей популяции, которая читала конкретное издание. А вот сейчас, значит, вы можете в социальных сетях, в интернете посмотреть на реакцию разных людей на одно и то же событие буквально в режиме реального времени. И понятно, что, опять-таки, не все реагируют. Да? Есть люди, которые не пишут никаких комментариев, не ставят там никаких значков. Значит, прочли, усвоили там себе, или посмотрели, усвоили, и все, сделали какой-то вывод. Понравилось, не понравилось. Об этом совершенно не обязательно сообщать всему миру. Но с учетом того, что социальные сети, открываемые ими возможностями, стали еще и модным трендом, значит, то, соответственно, все вот эти вот картинки, значит, реакции там, и так далее охватывают значительно большее количество людей. Сами понимаете, что, значит, если кепочку козырьком назад носит только ваш сумасшедший сосед, то вы ее так носить не будете. А если кепочку козырьком назад, значит, носят все уважаемые люди, которых вам показывают по телевизору, то вы и себе такую же купите и будете ее носить. Скорее всего, не все опять-таки, но большинство. То есть увеличилось количество людей, реагирующих публично на определенное событие, и, соответственно, увеличилась возможность по этим реакциям определять
значит, реакции общества в целом и отдельных социальных групп этого общества. Но что, с моей точки зрения, в данном случае, вернее, не вообще, а в данном случае в том, что касается нашей сегодняшней беседы, что важно, да, это то, что вы можете обнаружить диаметрально противоположные реакции людей на одно и то же высказывание, на одно и то же событие, на одно и то же действие, на один и тот же материал. И происходит это в основном не потому, что у людей разные взгляды на жизнь. Они могут придерживаться одних и тех же взглядов. Они могут быть там оппозиционерами, они могут быть патриотами, значит, они могут быть кем угодно. Значит, есть у вас, допустим, там какое-то сообщество, да, куда собираются только патриоты. И рядом сообщество, куда собираются только оппозиционеры. Если дать этим сообществам прочитать один и тот же материал, то и в одном, и в другом сообществе будут люди, которые оценят его позитивно, и будут люди, которые оценят его негативно. И те, и другие будут мотивировать. Ну, не все, да, но, допустим, возьмем тех, кто будет мотивировать свою позицию. И окажется, что, ну, то есть, если вы изучите их мотивацию, окажется, что они пропустили, значит, то, что они прочли или посмотрели через призму собственного опыта и пришли к определенным выводам. Значит, эти выводы оказываются зачастую диаметрально противоположны, при том, что у людей общие взгляды, они читали один и тот же материал, значит, а выводы, оценка этого материала и там, оценка, допустим, мотивации автора оказалась диаметрально противоположной. Потому что человек во многом опирался на собственный опыт. И исходя из этого собственного опыта, он делал вывод, прежде всего, чего бы я хотел добиться, зачем бы я писал такой материал, или зачем бы я снимал бы такой ролик, или зачем бы я бы высказывал бы следующую мысль, и потом это он экстраполирует на, значит, автора. Причем автор может быть анонимным, он его может даже не знать. Значит, то есть вот есть какой-то текст, да, или какой-то ролик, никто не знает, кто его здесь выложил, но люди экстраполируют свои, кстати, мотивации на мотивации автора. Да? То есть, причем они себе даже не отдают отчет, да, что они оценивают не, то есть они не дают какую-то объективную оценку, значит, нейтральную, полученной им информации, а они оценивают на основании своего субъективного опыта. И точно так же люди пытаются прогнозировать будущее, да, своей страны, там, своего окружения, ну, кто во что гораздо, кого что интересует в данном случае. Да? Они прогнозируют на основании уже имеющегося опыта и имеющейся на сегодня информации. Безусловно, разные люди могут получать разную информацию. Тем более, что по сравнению даже с тем, что происходило, скажем, 20 лет назад, я уже не говорю, там 30 или 40 лет назад, сейчас источников информации значительно больше, и вы можете выбрать те, которые вас интересуют, ну, те, которые вам ближе. Значит, поэтому зачастую, значит, сторонники теории заговора абсолютно уверены, что весь мир мыслит так, как они. Значит, те, кто выходит на всякие майданы, уверены, что их там миллионы или миллиарды, что весь мир мыслит так, как они, а их оппоненты уверены наоборот, что это просто группа отщепенцев. По одной простой причине. Все живут в своем информационном окружении. То есть нет уже, кстати, общей информационной базы, да? А каждый имеет возможность создать для себя свою капсулу и в эту капсулу погрузиться, то есть получать только ту информацию, которую ему приятно получать, которая его интересует, с которой он согласен. И в результате у человека создается впечатление, что весь мир такой, потому что он сам себя ограничил в получении этой информации, он отсек альтернативные источники, и его опыт подсказывает ему, что
все, что он читает, все, что он смотрит, все, с чем он сталкивается, все подтверждает его давнишние выводы. И с ним согласно все его окружение. То есть, таким образом происходит вот сейчас буквально на наших глазах, да, атомизация, ну, вначале, наверное, все-таки не атомизация, а такая капсулизация общества, да, потому что все-таки не отдельные индивидуумы запираются в своем мирке, а некие сообщества, которые по-разному оценивают, опять-таки, на основе приобретенного опыта, они вначале по-разному оценивают настоящее, а затем они на основании этого же опыта, своей оценки настоящего и возможностей, которые им предоставляет современная информационная среда, выстраивают уже свое информационное будущее. То есть они заранее уже формируют себя как определенный тип личности. И изменить это уже практически нельзя, потому что вы не можете ограничить доступ человека к источникам информации, ну, даже если вы там запретите какие-то там сайты, какие-то сети, еще что-то, сами по себе источники информации альтернативные все равно сохранятся. Они будут более точными или менее точными, но поскольку человек привык получать, значит, какую-то иную информацию, то он все равно будет ее искать и находить. И все равно будет находиться подтверждение своим убеждениям постоянно. Даже если его вообще погрузить в информационный вакуум, то сам вакуум информационный он сочтет подтверждением своих взглядов и убеждений. То есть это сделали для того и потому, чтобы бороться с моими убеждениями, потому что они правильные там, и так далее и тому подобное. То есть любую вещь он уже объяснит таким образом, как необходимо ему. Именно так, как ему подсказывает его благоприобретенная вера. То есть мы получаем вместо одного общества, да, много разных обществ. Причем вы можете даже на основании там, информационной полемики, да, последних 10, скажем, лет убедиться в том, что независимо от того, значит, исчезают у нас какие-то там, допустим, информационные страты, да, там были либералы, все, они исчезли, разъехались, значит, залегли на дно, объявлены иноагентами, но в этом самом, в общественном пространстве практически не отсвечивают, ну, за редким исключением. То есть, если раньше это была, кстати, массовая кампания, то сейчас их почти нет. Но зато разные группы патриотов стали обвинять друг друга в либерализме. То есть те, кто раньше вроде был за единое, тут же стали за разное, потому что, потеряв одного более радикального оппонента, они стали концентрироваться на различиях, которые между ними есть. Вначале они концентрировались на общем враге. Вот он нас объединяет, мы с ним боремся. Врага нету. И теперь на первый план выступают различия. Но различия вы уже привыкли воспринимать как, значит, не просто сумма разных опытов, да, которые формируют определенную личность. Мы воспринимаем эти различия уже как некую политическую декларацию. Раз ты в чем не так формулируешь, да, там, скажем, поддержку своему государству, как формулирую я, то не важно, что это поддержка. Все равно я считаю тебя врагом народа, потому что ты же другие слова говоришь. Предложения у тебя другие, да, я их не понимаю или я их по-другому трактую. Но мой опыт мне подсказывает, что если человек говорит по-другому, не так, как я, то значит он настроен враждебно, и с ним необходимо бороться. И мы видим сейчас постоянно ведущуюся борьбу. То есть есть целые группы людей в информационном пространстве, которые только тем и занимаются, что ведут борьбу друг с другом, там, с кем попало.
Ну, среди них есть, безусловно, люди, которые таким образом просто решают свои материальные проблемы, потому что, опять-таки, еще с тех пор, как этруски, а потом перенявшие у них это римляне, значит, устраивали бои гладиаторов на арене, любят смотреть на всякие, как они это сейчас называют, батлы. Да? Значит, а как они красиво ругаются. А что завтра скажет этот, а что ему ответит тот там и так далее. И это может продолжаться месяцами, годами там и так далее. Значит, то есть это привлекает аудиторию. И некоторые эти, ну, скажем, блогеры, да, потому что в основном это все-таки люди, находящиеся в таком свободном полете, да, в интернете. Хотя иногда этим не брезгуют и, кстати, вполне себе солидные издания. Но в основном это все-таки одиночки. Значит, для того, чтобы увеличить свою аудиторию, соответственно, увеличить свои рекламные возможности, короче, увеличить в результате заработки, значит, они устраивают либо по договоренности, либо даже не по договоренности, часто это просто спонтанно возникает, значит, устраивают, значит, публичные драки, ну, естественно, нет самые не физические, кстати, информационные, для того, чтобы сформировать соответствующую аудиторию, а потом эту аудиторию капитализировать. Это, значит, есть такой вариант, но это достаточно небольшой сегмент. Да? А большая часть вполне искренне борется с чуждыми, как они считают, веяниями. Это точно так же, как практически во всех мировых религиях, да, чем дольше они живут, тем больше у них появляется ответвления, расколов и так далее. И все они, как правило, не любят, а то и ненавидят друг друга даже больше, чем представители каких-нибудь других религий. Потому что всегда, ну, тот, кто тебе теоретически вроде бы ближе, вроде бы с тобой стоит на одной платформе, но тем не менее его взгляды чем-то отличаются, он всегда воспринимается как не просто оппонент, как предатель. То есть оппонент, он искренне заблуждается. Ну, там, допустим, он не христианин, да? Он заблуждается. Надо ему проповедовать и наставить его на путь истинный. А вот, допустим, он христианин, но он католик, там, или протестант, или там старовер, допустим, или еще кто-нибудь. Он же вроде бы был уже на правильных позициях, да, слово Христово к нему пришло. Но позиции его почему-то не такие, как у нас, да? Значит, он предатель, он откололся, он ушел с правильной позиции, уже находясь на ней. Значит, поэтому мы его ненавидим сильнее. А он, естественно, ненавидит нас. Таким образом, даже в этом самом, даже люди, которые придерживаются одних политических взглядов, одних даже идейных взглядов, да, которые пытаются достичь примерно одного и того же результата стратегического, значит, зачастую сражаются друг с другом в информационном плане значительно активнее, чем со своими политическими или идейными оппонентами. И все это происходит, опять-таки, потому что сам человек, как таковой, значит, ну, чем он отличается просто от кожаной куклы? Там, или от созданного какими-нибудь китайцами робота, обтянутого такой же человеческой кожей. Он отличается тем, что он собрание уникальной информации. Робот — информация серийная, они все одинаковые. А человек — информация уникальная. Причем она может комбинироваться в миллиардах разных сочетаний, что гарантирует, что
любые два человека, даже если это братья-близнецы, которые всю жизнь, значит, жили, не отходя друг от друга, даже в таком случае не будут хоть чем-то, хоть мелочью, но отличаться. Хотя бы чуть-чуть друг от друга. Потому что хотя бы какой-то маленький опыт, да, но у них будет другой. Ну, хотя бы потому, что один все время ходил справа, а другой ходил слева. И они под разным углом видели одни и те же события. Да, различия были очень небольшие, почти неуловимые. Ну, такие в их характерах различия будут небольшие, почти неуловимые. Но, тем не менее, они будут. И в результате, да, мы сейчас сталкиваемся с тем, что все говорят друг другу: смотрите, мы же хотим мира и хотим, чтобы всем было хорошо. Почему вы не хотите с нами договориться? Ну, мир вообще на грани катастрофы военной. Настолько далеко он зашел в противостояние. Но при этом все чуть ли не обнимают друг друга и там, со слезами говорят: ну, давайте же договариваться наконец-то. Мы же мира хотим. Мы же ничего плохого не хотим-то. И все тут же говорят: ну нет, но мы все равно не договоримся. Это говорят там и европейцы, и мы говорим, и американцы, и китайцы. Ну, китайцы больше молчат и наблюдают, но все равно думают так. То есть вроде бы все стремятся к одному и тому же, вроде бы все взрослые люди вроде бы обладают достаточным объемом информации. И тем не менее, видение будущего, то есть зачем этот мир создается, каким он должен быть, какой мир может быть справедливым, какой мир может быть для всех благоприятным там, и так далее, видение этого будущего у всех разное. Потому что у разных народов и у представителей этих народов, которые ими руководят, разный опыт. Поэтому всегда борется за власть действующая власть и оппозиция. Причем оппозиции может быть много. А в действующей власти могут быть разные фракции, которые зачастую диаметрально противоположным образом могут оценивать ситуацию. И одна из этих фракций вполне может по каким-то вопросам сближаться с оппозицией. Просто потому, что, опять-таки, они все состоят из людей, а у каждого человека свой уникальный опыт, который формирует его взгляд на будущее. Сейчас у нас новости, потом вернемся. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. В Москве 10:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил о желании Дональда Трампа навечно остаться в истории. По словам зампреда Совбеза России, американский лидер желает закрасить Гренландию на картах мира в звездно-полосатый цвет и встать в один ряд с отцами-основателями США. Глава Белого дома в истории с Гренландией хочет стать как президент Владимир Путин, отметил политик. Но последнее невозможно. В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав вместе со своими людьми. Гренландия совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить, подчеркнул зампред Совбеза России в своем телеграм-канале. Медведев назвал Трампа возбужденным гаргантюа, который намерен проглотить огромный кусок земли. И потом смачно плюнет липкой слюной в сморщенное лицо мерзкой старушки Европы, заодно превратив США во вторую по площади державу в мире, указал он. По словам политика, Трамп торопится, так как его время неумолимо уходит. Медведев подчеркнул, что пришла пора вписать свое имя золотыми буквами в скрижали истории. ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции в Уфе. Как заявили в Центре общественных связей, диверсию планировали устроить 2 мигранта. При задержании один из них оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Уточняется, что это был главарь ячейки. Второго участника группы задержали, с ним проводят следственные действия. Оба входили в запрещенную в России международную террористическую организацию. Во время боестолкновения сотрудники правоохранительных органов и мирное население не пострадали. Фигуранты попали в поле зрения силовых
силовиков, когда собирали сведения об отделе полиции в Уфе. Они провели разведку местности, купили огнестрельное автоматическое оружие, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. В ФСБ добавили, что по месту проживания террористов обнаружили и изъяли составные части бомбы. Большинство стран ЕС отклонили приглашение США войти в Совет мира. Многие в Евросоюзе опасаются, что предложенный Вашингтоном формат оттеснит на второй план ООН как форум для урегулирования глобальных конфликтов. Как утверждают источники газеты Financial Times, существующие у стран ЕС опасения вызвало приглашение в структуру президента России Владимира Путина. Илон Маск призвал к отказу от ChatGPT после самоубийств нескольких пользователей. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети X. Он прокомментировал публикацию о том, что использование нейросети связано с 9 случаями гибели людей, включая подростков. 5 человек совершили суицид после разговоров с этой языковой моделью. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас -6. Сегодня в столице облачно, без осадков. Температура воздуха днем -3-5 градусов. Ветер северный 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление в среду составляет 752 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва. Говорит Москва. Реклама. 14 марта. Лайф-арена. Российская национальная музыкальная премия «Виктория». Шоу суперзвезд. Дима Билан, Григорий Лепс, Ани Лорак и многие другие. Специальный гость Егор Крид. Пока не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, так мало впереди. Вручение наград лучшим артистам. Музыкальная премия «Виктория». Билеты на musicpremia.ru. 12+. Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни. Телефон рекламной службы 925 33 17, код 495. Право знать. Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. И снова здравствуйте. Итак, мы остановились на том, что даже в рамках одного общества и даже в рамках одной части этого общества, да, имеющей примерно одинаковые политические воззрения, мы за счет нашего различного или различий в нашем информационном прошлом зачастую даем диаметрально противоположные прогнозные характеристики желаемого будущего. То есть мы не просто там сидим и говорим, вот будущее будет таким-то, а мы стараемся сделать его таким, по крайней мере, стараемся убедить окружающих, да, в том, что оно должно быть таким, как мы себе представляем его идеальным. В результате в обществе складывается такое нездоровая ситуация, да, когда люди начинают ощущать некие проблемы, да, и не могут сформулировать, какие. Ну, то есть, вроде бы все в порядке. Никаких там особых, значит, проблем с работой, там, с продуктами, с жильем нету. Понятно, что, как всегда, у кого-то лучше, у кого-то хуже, да, значит, но, тем не менее, по сравнению даже там с предыдущим поколением, значит, вроде бы страна живет, причем я говорю не только о России сейчас, значит, о большинстве стран планеты. То есть уровень жизни, в принципе, поднялся за последние там,
лет 40 практически везде. Где-то выше, больше, где-то меньше. Понятно, где-то он и упал, да? Значит, но это буквально в считанных странах. Так или иначе, но растет он почти везде. Появляются новые технические возможности, они распространяются почти моментально по всей планете. То есть сейчас там айфоны, которые являются совсем не обязательной принадлежностью, говорить можно и по кнопочному телефону, они распространились по планете быстрее, чем раньше паровозы, которые, в общем-то, были нужны и полезны, так как перевозили грузы, соответственно, соединяли между собой разные концы Земли, значит, стимулировали торговлю, опять-таки стимулировали рост производства, в результате, опять же, стимулировали тот же самый рост благосостояния. Значит, так вот, в современном мире, значит, любые технические новшества распространяются быстрее, охватывают более широкие круги, потому что современный мир ориентирован не на элитарную, а на эгалитарную торговлю. То есть, безусловно, для кого-то собирают вручную Rolls-Royce, но это буквально, сказать, штучные люди. То есть их очень немного. А большая часть прибыли делается на массовом производстве. То есть выигрывают не те, кто производит товары для элиты, выигрывают те, кто производит товары для масс. Так вот, вроде бы благосостояние общества в целом по планете растет. Это, кстати, видно даже по экономическим беженцам. Начать с того, что для того, чтобы перебраться из страны в страну, большинству из них необходима сумма, на которую их родители, ну или как минимум прародители, могли жить всю жизнь. То есть они ее уже имеют. И это, как правило, не последние их деньги. У их представления о жизни, как правило, достаточно завышенные, да, то есть далеко не все из них хотят работать, но большинство из них хочет, кстати, получать определенный уровень дохода и настаивают на нем. То есть это не люди, которые перемещаются, потому что им необходим кусок хлеба, как это опять-таки было раньше. То есть экономические беженцы раньше были те, кто буквально не мог выжить на той территории, на которой он жил изначально. А это люди, которые хотят иметь от хорошего еще лучше. Безусловно, не все, есть действительно, значит, беженцы из районов катастроф, там, значит, в том числе гуманитарных катастроф, продолжающиеся годами и десятилетиями, но мы говорим о тенденциях. А тенденции таковы, что большая часть, сказать, тех, кого в Европе, в Соединенных Штатах, да и у нас тоже, значит, периодически называют там экономическими мигрантами, это люди, которые не спасаются от голодной смерти, а люди, которые ищут более высокий, опять-таки, уровень жизни. И для того, чтобы его искать, они уже должны иметь достаточно высокий уровень жизни. Потому что они уже должны получить информацию о том, куда следует переезжать, они уже должны, значит, найти средства на этот переезд, значит, в том числе должны заплатить тем, кто их будет перевозить. Они должны найти средства на первоначальную адаптацию в государстве, в которое они собираются прибыть, потому что их же не сразу будут обеспечивать всем подряд. Да? Им вначале необходимо каким-то образом легализоваться, поэтому хотя бы там на пару недель, но надо иметь какие-то свои собственные средства. А не ждать, что тебя начнут сразу же кормить бесплатным супом. Причем черепашьим. То есть это люди уже
обладающие достаточно высоким уровнем жизни по сравнению со своими собственными предками, которые еще совсем недавно жили в этих же странах и, кстати, не помышляли ни о каком перемещении по миру. То есть мы сталкиваемся с тем, что в обществах относительно благополучных, которые могли бы и дальше развивать свое благополучие, у людей возникает ощущение проблемности, ощущение хрупкости, ощущение того, что кто-то готовит против них заговор. А происходит это потому, что они постоянно сталкиваются с отсутствием идейной консолидации в обществе. Почему у нас беспрерывно некоторые ноют по поводу того, что государству нужна идеология, дайте нам идеологию, потому что иначе мы ни есть, ни пить, ни спать не можем. Потому что они ощущают процесс раздробления общества. Пока еще вроде бы не враждующие, но уже и не очень мирящиеся друг с другом секты. Интуитивно они этого процесса боятся, потому что, правильно, опыт предшествующих поколений подсказывает, что это путь к гражданской войне. И опять-таки опыт предыдущих поколений подсказывает, что гражданская война – это самое страшное, что может быть. Поэтому люди, даже не имея возможности до конца проанализировать эту ситуацию и сформулировать, собственно, чего же они опасаются, они, тем не менее, ощущают вот этот дискомфорт и пытаются его унять при помощи известных им средств, то есть обеспечив идейное единство общества. Но пытаются они это сделать на старой информационной базе. То есть то, что они предлагают, по сути, не будет работать так, как они себе представляют. Потому что одно дело, кстати, почему, допустим, сталкивались все время и наше общество, и не наше общество, и предшествующее общество в нашей стране, и в других государствах, все время сталкиваются с партийным делением, с фракционным делением и так далее, но до сих пор у людей не возникало ощущения вот этой вот внутренней опасности раскола общества. Потому что общество было едино информационно. Конец 19-го, начало 20 века выходят утренние и вечерние газеты, которые ориентированы на хорошо им известную аудиторию, и некоторые семьи, даже не некоторые, многие семьи, одни и те же издания выписывают из поколения в поколение, то есть по 5-6 поколений, сколько там газета выходит, ее выписывают. Потому что они принадлежат к определенному слою, который читает именно эту газету, так как она поднимает именно его проблемы и так далее. Но, тем не менее, они все живут в одном и том же информационном обществе, да, у них одно и то же радио работает и так далее, и они не могут эту информацию серьезно делить, да, и классифицировать, что мне подходит, что мне не подходит. Они не могут отсекать лишнее для себя и выбирать то, что они считают нужным. Они получают весь этот объем информации, они представляют общество как вот этот цельный кусок информационный. А сейчас, как я уже сказал, по прошествии совсем небольшого количества лет, то есть я еще жил в таком же обществе, то есть для общества конца 20 века и конца 19-го в информационном плане почти ничем не отличалось. Появилось телевидение, разрослось радио, но, тем не менее, основные средства доставки информации, основные потоки информации и, самое главное, восприятие информации обществом было, в принципе, одним и тем же. И вот с начала 90-х годов, может быть, там где-то чуть раньше, но, в принципе, сначала даже со середины 90-х, с появлением уже массового интернета, подход к информационной сфере начинает катастрофически меняться. То есть вначале люди радуются тому, что они могут получить
любую информацию из любой точки планеты в режиме реального времени, потом они чувствуют усталость от переизбытка информации, а потом их начинает беспокоить то, что они не в состоянии уже отличить информацию от дезинформации. И опять-таки начинают делиться на разные фракции по принципу «я в это верю, в это не верю». Большая часть людей не может объяснить, значит, причины, так сказать, своей веры. Да, они просто цитируют источники, которым они верят, даже не замечая, что эти источники не базируются на строгих доказательствах. И даже не проверяя те доказательства, которые им приводят. А они реальны? Да? То есть это реально происходило? Или это как эти самые слова Бисмарка из интернета, которые Бисмарк никогда не говорил? Ну или кого-нибудь другого там. Наполеона, Ленина или еще кого-нибудь. То есть мы сталкиваемся просто с чистой воды верой. Причем, что интересно, значит, наиболее верующими в этом плане оказываются люди, которые позиционируют себя по отношению к религии как атеисты. То есть вот в Бога мы не верим, значит, а в какую-нибудь откровенную чушь, значит, но наукообразно поданную верим. Безоговорочно. Просто мы говорим, что это наука, которая базируется на доказательствах. Хотя на самом деле доказательств зачастую там ноль в этой самой в разного рода квазинаучных построениях, которые захлестывают достаточно крупные сегменты нашего общества, не только нашего, вообще человеческого общества сейчас на планете. Так вот, не имея возможности преодолеть традиционными средствами и нетрадиционными средствами эту информационную раздробленность, значит, опять-таки люди пытаются, значит, пропагандировать, да, запреты на информацию, ограничения информации там, и так далее. Значит, даже пытаются иногда реализовывать подобного рода методы, сказать, защиты общества. И если бы эти методы действовали, то ничего бы в этом страшного бы не было. Проблема в том, что они не действуют. То есть, еще раз повторяю, если у вас появился новый способ доставки информации, вы уже не можете от него отказаться, потому что тогда вы будете проигрывать в оперативности своим оппонентам. По всем показателям будете проигрывать. По общественным, значит, по частным, приватным, по экономическим, по политическим, по военным и так далее. И ваше государство просто очень быстро окажется тогда на задворках истории. Поэтому вы вынуждены эти механизмы включать в работу, а следовательно, все попытки каким-то образом, значит, ограничить или дозировать информацию, они оказываются в пользу бедных, потому что все равно люди получают доступ, ну, может быть, с некоторыми трудностями, но получают доступ именно к интересующей их информации. А опять-таки закрыть информацию о наличии какой-то информации тоже невозможно. Потому что для того, чтобы даже закрыть информацию, надо написать «закрыть доступ к такой-то информации». И закрывая к ней доступ, фактически ее пропагандируете. Понимаете, до тех пор, пока не введен был запрет на изображение свастики, ее бывало изображали. Ну и почти все дети определенного возраста знали, что это такое, уже с детства, да, взрослые тем более. Но по мере того, как война с фашизмом уходила в прошлое, все меньше и меньше людей в реальности этим интересовались, и уже начинали попадаться люди, для которых нацистская символика была чем-то непонятным, и они вообще не знали, что это такое. Но с того момента, как изображение свастики запрещено, человек должен знать, что такое свастика. Какова она, чтобы, не дай бог, случайно ее не изобразить. И также по всем остальным показателям, всем остальным параметрам. Как только вы что-то запрещаете, вы должны объяснить человеку, что именно вы запрещаете.
и рассказать ему об этом самом запретном плоде, который сладок. И, соответственно, потом он уже получает возможность, зная, что именно запрещено, он получает возможность обходить запрет просто потому, что ограничить доступ к информации стопроцентно все равно невозможно. Поэтому борьба вот с этой информационной дробностью, повторяю, речь идет о том, что общество называет это там, борьбой с отщепенцами, борьбой с оппозицией и так далее. На самом деле это как у большевиков в 1937 году, борьба с самими собой, борьба со своим отражением в зеркале, борьба с таким же, как ты, только который по-другому формулирует те же самые мысли или те же самые идеи. Ну, в большинстве случаев, не во всех, разумеется. Вести эту борьбу, используя механизмы, которые существовали до информационного взрыва, бессмысленно. Вести борьбу, используя механизмы информационного взрыва, невозможно. Сказать, что надо смириться с тем, что общество начинает переживать корпускулизацию, да, а потом пойдет и по пути атомизации, я тоже не могу. То есть эту проблему надо преодолевать. Но, очевидно, мы ее можем преодолеть, не пытаясь отступить от сегодняшнего уровня информатизации, а преодолевая его на новом уровне, да, то есть работая над качественным повышением, да, систематизации информации. То есть мы столкнулись реально с ситуацией, когда не только отдельный человек, даже государственные структуры не могут отличить зачастую фейк от реальности. Задним числом, потом, когда-нибудь, оперативно очень сложно. Даже уважаемые издания, которые когда-то проверяли абсолютно всю информацию, просто не успевают проверять и вынуждены давать в эфир, в печать информацию непроверенную или проверенную не до конца. Мы столкнулись с этой проблемой. Да? И понятно, что просто отменить ее указом невозможно. Она все равно останется. То есть если есть возможность распространять дезинформацию, то ее все равно будут распространять. Следовательно, нам необходимо, используя имеющиеся технические средства, работать над тем, чтобы получить на новом уровне возможность отличать информацию от дезинформации. Дело в том, что человечество постоянно находило какие-то новые технологические решения. И эти новые технологические решения постоянно приводили рано или поздно к определенным информационным взрывам. И каждый из этих информационных взрывов в прошлом, он был чем-то похож на наш нынешний, за одним исключением. Они все были локальными, а нынешний глобальный. И каждый раз общество просто на новом уровне, да, преодолевало один и тот же вызов. Вызов недостаточных возможностей оценки нового объема информации. Сейчас мы действительно столкнулись с обвальным ростом информации. Да? Но если раньше мы этому только радовались, то уже давно пришли к выводу, что такой информационный поток не только не нужен, но даже вреден для специалиста, по крайней мере. То есть человек должен получить возможность эту информацию сегментировать как по принципу своего профессионального интереса, так и по принципу доверия к ней определенного. Можно, конечно, надеяться на то, что когда-нибудь этим займется искусственный интеллект. Но для того, чтобы искусственный интеллект этим занялся, его надо обучить. То есть для того, чтобы кто-то это сделал, кто-то должен придумать алгоритм. И вот повторяю, что решение проблемы, да, находится не на пути
ограничений, запретов, там, обходов, отходов там, и так далее. Значит, а на пути поиска новых алгоритмов работы с информацией. Уйти назад, спрятаться в пещеру мы не можем. С тех пор, как человек придумал колесо, он не может от него отказаться. С тех пор, как человек освоил огонь, он не может от него отказаться, хотя все это принесло ему не только радости, но и беды, еще неизвестно, чего больше принесло. Пользы или вреда. Но тем не менее отказаться он уже от этого не может, потому что иначе он проиграет конкурентам. То же самое и с сегодняшней информационной проблемой. Мы сталкиваемся с серьезным вызовом, с дроблением общества, да, с его невозможностью эффективно сохранять эффективное единство в нынешнем информационном потоке. Но человек все равно животное общественное. И жить отдельно, да, отдельно от общества он не может выживать даже отдельно от общества. И без государства он жить не может. Следовательно, для решения своих проблем ему надо решить проблемы общества и государства, потому что иначе он просто не выживет. А соответственно, данную проблему каждый отдельно взятый человек будет решать для себя, а потом этот опыт будет аккумулироваться. Он уже сейчас аккумулируется. И в конечном итоге он станет, может быть, не сразу, да, но, скажем, в следующих поколениях он станет уже общественным опытом. Кстати, сейчас уже люди отмечают, что следующее поколение, выросшие, кстати, после нас, которые не столкнулись, вернее, с новыми информационными вызовами, а родились уже в эпоху новых информационных вызовов. Они совершенно по-другому относятся к вот этой вот проблеме информационной сверхдостаточности. То есть у них уже вырабатываются определенные иммунные механизмы. Опять-таки это происходит не потому, что они какие-то другие или слишком умные. Это происходит потому, что они имеют свой более богатый опыт с детства, более богатый, чем мы, как мы с этим не сталкивались в детстве. И, во-вторых, они имеют уже и наш опыт тоже. То есть, аккумулировав все это, значит, они испытывают значительно меньшую тревожность. Значит, будем рассчитывать, что следующее поколение найдут вообще, кстати, решение данной проблемы. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил о желании Дональда Трампа навечно войти в историю с присоединением Гренландии. По словам